Друзья, добрый день! Для вас я выпустила вторую часть самоучителя «Учим казахский без напряга». Давайте глянем, что в нем есть. Итак, в казахском языке, если к глаголу мы присоединяем суффиксы «ши», «ше», то мы получаем слово, которое обозначает профессию. Например, жазу – писать, жазуши – писатель. Или сату – продавать, сатуши – продавец. Или айту – говорить, айтуши – говорящий. Приобретайте самоучитель и будьте в тренде. Продолжаем знакомиться с отрицательной формой глагола. Сегодня мы с вами рассмотрим настоящее время глагола, простую форму. Давайте вспомним, как звучит формула настоящего времени глагола простая форма. Тур, жюр, отыр, жатыр плюс личное окончание мын-мын, сын-сын, мыс-мыс, сыс-сыс. Как же будет звучать формула отрицательной формы глагола в настоящем времени простой формы? Тем более мы знаем, что существует два варианта образования отрицательной формы. Смотрим. Тур, жур, отыр, жатыр, то есть основы глаголов, плюс суффиксы ган, ген, хан, кен, плюс жок и плюс личное окончание пын-пын, сын-сын, пыс-пыс, сыс-сыс. Обращаю внимание, что в отрицательной форме мы используем основу глагола жату, то есть жат. Если в утвердительной форме в настоящем времени мы используем глагол жатыр, глагол как бы исключение, то в отрицательной форме используем прямую основу глагола жату, жат. И еще мы используем суффиксы ган, ген, хан, кен, да, как у давно прошедшего времени глагола очевидное. И поскольку у нас в настоящее время глагола простая форма это всего лишь 4 глагола тур, жур, отыр, жатыр, то и мы используем вместо основы глагола эти 4 глагола с разницей глагола жат. Здесь основа будет жат. Дальше. Вы обратили внимание, что нет никаких отрицательных суффиксов. Бабе, папе, маме. Их здесь нет. А есть слово отрицания жок. Поэтому личное окончание первого лица единственного и множественного числа будут начинаться на глухую «п». То есть пын-пен, пыс-пэс. Ну а второе лицо у нас окончание всегда одинаковое, они без изменения. Сын-сэн, сыс-сэс. И еще раз обращаю внимание, что после глухой «х» в слове «жок» мы обязательно будем использовать окончание первого лица, который начинается с глухой пын-пен, пыс-пэс. Давайте разбирать на примере. Слово туру – стоять. Турган, жок, пын. Как вы переведете? Турган, жок, пын. Я не стою. Вот прямо сейчас я не стою. Я лежу, сижу, там хожу, но не стою. Турган, жок, пыс. Как вы переведете? Правильно, очень все просто. Турган, жок, пыс. Мы не стоим. Хорошо. Давайте составим предложение. Мен суйк единде турган, жок, пын. Я не стою на холодном полу. Единде на полу, суйк холодный. Мы не стоим на опасной
дороги. Попробуйте вы перевести. Да, слова очень простые, вы все их знаете. Без хауипте жолда турган жокпес. Молодцы. Следующее слово разбираем. Жату. Лежать. И еще раз акцентирую ваше внимание. Если это утвердительная форма, то будет жатер. Если отрицательная, то основа глагола будет жат. Жаткан жоксын. Как переведете? Правильно. Жаткан жоксын. Ты не лежишь. А жаткан жоксыс тоже правильно. Жаткан жоксыс. Вы не лежите. Отлично. Переводить очень просто. Смотрим. Если есть жок, уже отрицание, да? И дальше личное окончание. Все очень просто. Это если вы смотрите. Ну а если говорить, то добавляете еще суффикс. Хан, кен, лан, ген. Составляем предложение. Ты не лежишь на новой кровати. Сен жана кереуете, жаткан жуксын. Отлично. А как вы переведете цес лас щерде жаткан жуксыс? Правильно. Вы не лежите на грязной земле. Вспоминаем, что лас – это грязный. И мы грязь стирали ластиком, да? Следующий глагол. Отыру – сидеть. Отырган жокпыс. Как вы переведете? Правильно. Отырган жокпыс – мы не сидим. Отырган жоксыз. Верно. Отырган жоксыз – вы не сидите. Составляем предложение. Без жасыл орындыкта отырган жокпыз. Безден орындык сары түсте. Мы не сидим на зеленом стуле. Наш стул желтый. Разбираем. Почему здесь жасыл орындык, зеленый стул, а не кёк? Помните, да? Кёк – это все, что природного происхождения. Орындык, стул, обычно это предмет человеческого мастерства. То есть человек сделал своими руками. Поэтому здесь используем прилагательное жасыл, зеленый. Далее. Безден орындык сары тусте. Здесь мы не просто говорим безден орындык сары, наш стул желтый, а именно добавляем туз, цвет. То есть сары тусте. Это будет желтый цвет. И вы переводите предложение последнее. Вы не сидите на узком диване. Вспоминаем, если кен широкий, тар узкий. Сес тар диванда отырган жоксыз. Отлично. Кстати, предлагаю вам повторить все прилагательные парами. Кен тар, улькен кишкентай. Итак, давайте повторим отрицательные формы глагола. Прошедшего времени глагола отрицательную форму. Вспомнили? Основа глагола плюс суффиксы бабе, папе, маме, плюс суффиксы ды, дэ, ты, тэ и личное окончание. И здесь личное окончание отличается от основных. Мы такие окончания используем только в прошедшем времени глагола и в условном наклонении. А именно м, н, ныз, ныз, к, х. Теперь вспоминаем условное наклонение глагола, отрицательную форму. Основа глагола плюс суффиксы бабе, папе, маме, плюс суффиксы условного наклонения са,
все и личные окончания точно такие же, как у прошедшего времени глагола, то есть м, н, нызнес, к, х. На этом, друзья, урок закончен. Повторили. Предлагаю написать в комментариях 1-2 предложения, где вы будете использовать отрицательную форму глагола настоящего времени. То есть это один из 4 глаголов. Туру, журу, отеру, жату. И еще повторите прилагательные, которые у нас шли парами. Допустим, кен широкий, тар узкий. И используйте эти прилагательные в ваших предложениях. На этом, друзья, все. Спасибо за просмотр. Есть вопросы, пишите в комментариях. И жду в комментариях ваши предложения. Пока!